amalsız mollalar, hükümsüz hatlar, İslam'ın yoluna salıpsız otlar, ari pullamenler, guyruksuz itler, giyceler yatırmaz, govvası beyle. Alimiyesi, alımlarına bakmadılar, haramdan ellerini hiç vakit çekmediler. Salgıma çaparlar, haka bakmadılar, mollalarının sap, hayası beyle. Aksakkal ederler, oğlunu şoktan, maslahat sorarlar, donnan, kuşoktan. Garip bolsan, yağşı görmede şekten, kadıların halka, azası beyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ey selam.
Сосед, не хочешь ли сходить в город за дрова? Ты что ты, я еще жатву не закончил. Эй, Арзы! Арзы! Мой подпасок что-то приболел. И мне надо бы, сынок, до вечера отлучиться на пристань. Понятно, Закирага, русский пароход придет. Да, я обещал помочь русским. Правду сказать, надо мне подработать. Мула Челды платят такие гроши, что на них не протянешь. Я посмотрю за вашей отарой. Спасибо. Не беспокойтесь. Эй! Сейчас поймаем. Ну, догоняй, догоняй! Ага, попался. Ну что же ты, дурачок? Надеть ему мои бусы? Надень. Смотри, глупышка, не потеряй.
отару за рога. Не уходи, я боюсь. Не бойся, я скоро вернусь. Очень испугалась. Боялась, что с тобой. В горах был камнепад. Из вашей отары погибло 8 баранов. А что делал Чебан Закир? Этот дармоед еще утром подался на пристань к русским. А отару оставил мальчишке, сыну Хакима. А тому сопляку не до ваших баранов, когда дочь Ишали рядом. Ослеп, что ли, этот Ишали? Этот негодяй за все мне ответит. Сюда его, сейчас же. Волею Всевышнего, уважаемый мулла Лупула, приступайте к делу. Мусульмане, согласно толкованию священного шариата, 8 баранов, которые принадлежали нашему почтенному мулле, это не обычный скот, что ходит в других отарах. Стадо муллы Ачилды – это доля Всевышнего Господа. Знаешь ли ты, Закир Чабан, что ты совершил двойной грех? Ты бросил святое дело Аллаха и пошел служить к неверным? Неверные попирают веру наших отцов и дедов. Истинно так, мулла Лупула. Именем милостивого Аллаха тебе, Закир Чабан, надлежит до наступления полнолуния возместить мулле Ачилды стоимость 8 баранов живым товаром или деньгами в сумме, которую назначит святой мулла Ачилды. Мудро вы рассудили, мулла. Как это вы сказали? Стадо муллы Ачилды – это доля Всевышнего Господа. В священном Коране все сказано. Только надо уметь читать. Четырех наших овец отведешь мулле Ачилды. Пусть ими подавится. Остальных подождет. Чем детей прокормишь? В город пойду. Руки, ноги есть, проживем. Пошли, доченька. Проводишь меня. Не разводите соленое море. Может, вернусь на той неделе. Доченька, сходи к матери, она ждет. Что-то хочет тебе сказать. Доченька, Ингыл моя ненаглядная, садись свой лучший узор ткать. Твоя пора пришла. Кто он? Мама? Не спрашивай. Мне тоже пришлось выходить замуж, не зная, в чей дом иду.
Так предписано шариатом. Оказалось, что меня обещали твоему отцу. Он дал колым, как положено по шариату. И вот, слава Аллаху, на судьбу не жалуюсь. А мулла Лупула слывет святым человеком. Его для нас, грешных, Аллах послал на землю. Мама, не губите меня, мама. Мы с Арзы, мы любим друг друга. Замолчи, бесстыжая. Если про это отец услышит, язык вырвет. Да еще к тому же Арзы из другого племени. Я буду молиться за тебя. Не печалься, доченька. Не плачь, все в руках Аллаха. Янгыл. Янгыл-джан. Наверное, Аллах услышал мое желание. Мы же не договаривались встретиться. Аллах против нас. Он внушил моему отцу. Что с тобой? Замуж меня выдают. За муллу Лупулу. Как же я без тебя, Янгыл? Скажи, как же быть? Мне без тебя нельзя жить. Янгыл. Я люблю тебя, мой Арзы. Тебя только одного люблю. И всегда буду любить. Неужели нас заставят разлучиться? Ты будешь моей, Янгыл. Мне нельзя. Мне нельзя жить на свете без тебя. Ты принадлежишь только мне. Мы с тобой не расстанемся. Эй, люди! Слушайте, люди! В Базар-ТП большая свадьба! Благочестивый мулла Лупула решил взять в жены дочь Шалиага! Эй, слушайте, люди! В Базар-ТП большая свадьба! Быстрее, джигиты! К приезду невесты все должно быть готово. А ты поживее. Пусти меня. Пустите. Сынок, не надо, умоляю. Отдай мне нож. Отец. Наверное, жить на свете надоело тебе. Стой! Остановись! Убирайся, щенок! Янгыл! Ты с ума Янгыл! Мне надоело! Янгыл! Закрой лицо! Закрой лицо, бесстыжие! Янгыл-джан! Он нас опозорил! Люди, уберите этого негодяя прочь! Скорей помоги, запарьте бык!
С дороги, сейчас я этого щенка. Янгыл-джан, у меня только ты одна. Янгыл-джан! Что сволочь! Ты что, хочешь, чтобы свадьба превратилась в похороны, а? Скорее, папа, арзы избивают. Пожалейте парня, люди добрые. Загубят они Сынок его. мой. Искалечили мальчишку. Тащи отсюда щенка. Забирай, слышишь? Да поскорее. Дай завершить. Отстань, еще тебя не хватало. Поехали. Чу! Чу! Сыночек. Отец, ты видел, что он затеял? Молодец, сын, не уронил нашего достоинства. Счастья тебе! Заходи, невестушка. Давай пошевеливайся! Что вы как сонные мухи ходите? Эй, там! С тюком! Заснули, что ли? Через полчаса отваливать, а вы один тюк целый час грузите. Здравствуй, Закир-ага. Пришел. Рад тебя видеть, Арзы. Как ты поживаешь? Ну давайте его сюда. Кантуйте вы быстрей. А ты чего тут вертишься? Убери этот хлам отсюда. Ты подожди меня немного. Эй, вы! Я сейчас. Погодите с вашим тюком. Дайте мешки спустить на берег. Хозяин Матвей, ко мне пришел земляк. Примешь его на работу? А он мешок поднимет? Конечно, хозяин. Вон тот, что ли? Да, вот тот. Хорошо, возьми его к себе. Спасибо, хозяин. Ну что вы там застряли, тащите живей. Арзы, ты хочешь заработать на разгрузке? Я спросил у хозяина, он согласен. Спасибо, Закир-ага. Прямо сейчас приступать? Ага. Причалим через 10 минут. Эй, поворачивайтесь, хлопцы. А, новенький, как тебя зовут? Арзы. А ну, подними этот мешок. Молодец. Здесь мы с тобой жить будем. Каюта называется. Не так уж плохо, а? Я только о ней думаю. Не могу жить без Янгыл. А что ты, юноша, думал о любви? Что значит любовь? Любовь – это костер, жгущий огнем.
а не дым от этого костра. Арзы. На этот костер влюбленный должен взойти, если он жить не может без любви. Ты, ангел, созданный для любви. Наверное, ей сейчас не легче, чем тебе. Эх, жизнь. Что ты там копаешься? Поживее, тварь безрукая. Если тебя дома не научили руками двигать, так и я тебя научу. Дармоедка. Я вам, матушка, не бессловесная, Янгыл. И не тесто для чурека, чтобы мять, как захотите. Не прислуга я вам. Отойди! Потаскуха! Ах ты, пропасть бездонная, все жрешь, никак нажраться не можешь. Чтоб тебе лопнуть, разленилась скотина однорогая совсем. Здравствуйте. Здравствуй. Сегодня пятница. Мать Янгыл просит отпустить ее погостить. Отпущу, ладно. Только быстрее вернись, не забывай, что у тебя муж больной лежит. И я больная, и я тоже больная. Ой, Янгыл, как я по тебе соскучилась. И я. Несчастная я, мама, стала. С того дня, как я в доме Лупулы. На душе камень, а в глазах слезы. Если есть на земле ад, то я в аду. Такая уж наша доля. Да, дочка. Женщина – раба своего мужа. Она должна исполнять его волю. Должна всегда ему подчиняться. И только тогда, доченька, как это написано в Коране, наступит счастье в ее доме. Ну почему Аллах не видит, как я несчастна? Нет, мама, не помогли твои молитвы. О чем ты говоришь? Не гневи Аллаха. Если он не захочет, ни один лист на землю не упадет. Погоди, доченька, скоро ты станешь матерью. У тебя появятся дети, и ты будешь все горести. Это ты! Ты убила его! Ты! О, Аллах! Ты нечистый вошла в наш священный дом, и всемогущий наказал нас за это. Пусть уничтожит Аллах весь твой нечестивый род! Уйди, Будь ты глаз какой, не проклята! позорься перед людьми. Горе, горе нам, ай. А ну-ка, перестаньте слезы проливать. Хватит. Почтенный мулла, минуло 40 дней, как умер мой сын Лупула. Аллах внушил мне прийти к твоей мудрости. Не можешь ли ты, почтенный мулла Челды, помочь мне советом? Прошу, говори, Байрам Сопы. Что если Янгыл
вдову отдать за моего старшего сына Хамзу, а? Он не имеет детей. Нельзя допустить, чтобы мой род иссяк. Хоть на старости лет Аллах смилостивится, и смогу я, наконец, увидеть внука. Хорошо ты решил. Я считаю, ты угодное Аллаху дело задумал. А за Янгыл вы тогда Колым отцу отдали? Конечно. Тогда, стало быть, она ваша собственность. В таком случае ты имеешь полное право выдать ее замуж за кого тебе захочется, Байрам Сопы. Так велит и шариат. Я знаю, зачем приходил мой свекор. Вы дали ему согласие, мулла ага? Садись, Гелен. Байрам Сопы решил сделать очень доброе дело. Нет, мулла ага. Я не желаю делить мягкое ложе мужа с другой женщиной. Мне стыдно об этом говорить, но и молчать нельзя. Все можно валить на бессловесную. А если это не я бесплодная, а сам Хамза болен, что тогда? Мулла ага, я прошу вас, посмотрите меня, поврачуйте. Я очень вас прошу. Хорошо, Гелен, я тебя посмотрю. Ну как, мулла ага? Мне ясно все. Кажется, я знаю эту болезнь и могу тебя полечить. А как? Сначала надо снять платье. Ты понимаешь? Снять с себя все. Снять платье, ибо врачевание стыда не терпит.
Я не пущу ее. Я скорее в камень превращусь, прежде чем эта потаскуха войдет в мой дом. Замолчи, бесстыжие. Так захотел Хамза, это его воля. Не пущу. Что ты, Хамза, на нее смотришь? Заткни ей глотку, пусть знает свое место. Молодец. Я прошу тебя, не ходи ты к ней. Может, Аллах пожалеет нас и пошлет нам, наконец, ребеночка. Убей меня, но не ходи к ней. Замолчи, дура. Ты же любишь меня, но неужели ты променяешь меня на проститутку? Знай свое место, кобылица бесплодная. Кто ты такая, чтобы здесь указывать? Если захочу, еще 10 жен возьму. На тебе! Я тебе покажу, кто здесь хозяин. Бей меня! Бей меня сколько хочешь, только не топчи нашу любовь! Янгел, открой! Янгел! Янгел! Янгел, милая, не открывай! Арзы Закир, счастливо вам! Не забывайте нас! Спасибо, ребята. До встречи. До свидания! Жалко расставаться с вами, Закир. Свыклись. Хорошие вы люди. Будем вас ждать. Я думаю, Миша, скоро увидимся. Привыкли к тебе. Счастливо. Как к родному брату. Счастливо. Счастливо. Пока. До свидания. Приехал. Здравствуй, брат. Не плачь, мать, лучше погляди. Сыночек мой. Как твой сын возмужал. Здравствуй, папа. Здравствуй, сынок. Смотри, совсем взрослый. Молодец он у меня, настоящий Ну, мужчина. Отец, не хвали его так, не сглазить бы. Сплюнь скорее лучше. Мать, брось держать его на пороге. А ну-ка, сынок, проходи. Иди, сынок, присядь. Алаяр, разведи огонь, чайку попьем. Садись. Сейчас. Ну, рассказывай, как ты жил без нас все это время. Как видишь, папа, жив и здоров. Алаяр, постой. О, вот, оказывается, с чем ты приехал, сынок. Огонь в кармане носишь. У каждого русского в кармане такой огонь. Да что ты. Видно, эти русские богатый народ. Ведь это целое богатство, такая коробка. И у русских, папа, тоже бедняков хватает. Да, конечно, и русским не сладко. А мы, туркмены, и вовсе темные. Ничего-то мы не знаем. Что ты, сынок, делаешь? У нас и так в доме темно. О! Глядите, как светло у нас. А еще, знаете, я в Черджу увидел русский паровоз. А я и видел сам. Да. С мечеть величиной огонь в нем. Из железа сделан путь. Едет, дым пускает. Все дым пускает. Смотри. Страх какой. Держи, Алаяр. Да. А сверху у него вот такая труба. И он все дым пускает. Все пускает из нее дым. Да, чего на свете не бывает. На-ка, держи, отец. Это тебе. О, Красивые какие. А это вот для тебя. Как же так? сапоги-то какие. Спасибо, сынок, спасибо. А что нового в базар ТП, отец? Жизнь идет так, как предначертал нам Аллах. Все идет, сынок, как обычно. У кого-то из людей свадьба, у кого-то дети рождаются, кто-то по воле Аллаха умирает. И радость, и горе. У Янгыл очень большое несчастье. Видно уж, у нее судьба такая. Что произошло? Мулла Лупула, ее муж, недавно умер. Давай сходим к Закиру с тобой.
Его родных проведать. Сыночки мои, куда ж вы собрались на ночь глядя? Утром сходите? Не беспокойся. Пускай идут. Идем. Погляди, какие сапоги. Молодец, сынок. Не плачь, любимая. Каким глупым я раньше был. Думал, что весь мир — это только наш базар ТП. Если б я знал, что можно жить по-другому. Не так, как мы живем. Ни за что бы тебя не отдал. Никому бы не отдал, любимая. Нам надо бежать. Слышишь? Надо бежать. Янгылджан. Замуж меня выдают. За Хамзу. Не бывать этому. Что-то случилось? Какой позор! Что такое? Хамза, вставай скорее! Беда! Несчастье! Несчастье у нас случилось! Байрам! Невестка сбежала! Как теперь людям в глаза смотреть? Погоди. Бедная мама. Она не вынесет этого позора. Наше бегство, Ингел, это вовсе не позор, а спасение. Спасение и позор. За подобное бегство шариат велит предать женщину смерти. А я считаю, что за любовь нельзя казнить. Да, как было бы хорошо, если бы за любовь не убивали женщин. Не убивали. Так и будет, Ингел. Я знаю, что будет так. Ну, пойдем что-нибудь поедим. Какие нежные руки у тебя, любимый. Я не руками, а сердцем к тебе прикасаюсь.
пропали. Бежим. Стойте! Стойте! Все равно загоним! Встань, свинья! Что было между вами? Прикоснулся ты к ней. Отвечай, подлец! Что между вами было? Что было? Отвечай! Подлая тварь! Не хочешь говорить, я тебя заставлю. Идем, шлюха! Привязывай! Байрамага, мы их догнали за кутитангом. Молодец. Дайте ему награду. Подлая шлюха. Привяжите. А ты сиди. Байрам Сопы, Аллах нам помог, спас от позора. Мы их за кудитангом поймали. До самого вечера гнались. Вовремя схватили нечестивцев проклятых. Это грязная тварь, племянница твоя. И ты покрываешь ее грех. Аллах жестоко карает за такое преступление. Ух, ты потаскуха. И бежать-то как следует не смогла. Одну ночь с ним провела и довольна. Смотрите, люди! Думаешь, что этот грех они тебе простят? Из-за этих сук. Теперь собираешься спать с моим мужем. Не выйдет. Я убью тебя. Я задушу тебя. Раскричалась. Надоело, убери ее. Я тебе, подлая тварь, глаза вырву.
стоят, бороды развесив, а еще мужчинами называются и терпек носят. Посмотрите на них, посмотрите, перед теми опозорили нас, а они стоят, о, Аллах. Арзы накажет отец. И пусть он этого кобеля привяжет как следует. Заприте скорее эту шлюху. Под замок ее сейчас же. Этого сукиного сына бросить в темницу. Так велел мулла Чилды. Пошел, собака! Я свой долг за тех 4 овец принес вам. Спасибо, мулла Ага, что ждали. А Хаким Ага принес вам, мулла Ага, свои скромные дары. Мулла Ага, возьмите эти дары. Отпустите моего сына. Не мне вы принесли свои дары, Аллаху всемилостивейшему. Надо посмотреть, что сказано в Коране насчет твоего дела. Если мусульманин женится и разводится затем, не коснувшись жены, то вообще нет срока ему. И еще пророк говорит: запомни, Хаким Ага, и внуши своему сыну, после этого не дозволяется заменять свою жену другими, даже если они тебя красотой поражают. Так что пускай сын твой навеки забудет о той женщине. Этот юноша ее не сможет забыть. Он любит только Янгыл. Главное, следи, Хаким, чтобы твой сын не водился с Закиром. Он не верует в Аллаха, и твой сын может стать безбожником. И без того Аллах наш аул уже проклял. Я думаю, что ты, Хаким, еще не забыл о камнепаде. Послушай, что сказано нашим священным пророком о богохульниках, подобных тебе. Достоин проклятия тот, кто богохульничает. Он сам на свою голову накликает многие жестокие кары и страшные беды. За такие поступки предписано шариатом нести позорное наказание. 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 За все наказание? Это же просто болтовня. Короткие руки. Пошли, Хаким. Вон отсюда! Уходи! Сейчас же! И чтобы ноги твоей здесь больше никогда не было, несчастный безбожник! Уходи отсюда прочь! Ты недостоин быть среди мусульман! Мулла Ага! Пусть и твоего сына заберет с собой! Уходи ты! Вон отсюда! Видеть вас не хочу! Безбожники проклятые! Навязались на голову мне! Несчастная потаскуха! Бесстыжая! Вот теперь ты чья! Хамза, если она тебя не будет слушаться, бей ее безмозглую и без всякой жалости! Переломай ей все кости! Разве так встречает своего мужа? Жена должна хотя бы чай подать. Я тебя убегу. Ну что, Энгел, живот твой с каждым днем становится все больше. Наверное, сытно ешь да сладко спишь. А может, ты беременна? Что молчишь? Что вы, Газлархан? Как можно? А что здесь стыдного? Мне вот Аллах не дал.
конечно, живот портит красоту женщины. Но зато радует сердце мужа. Я убью его. Пора, хлопцы. За работу. Миша, друг, помоги мне. Не знаю, как жить. Где могут укрыться влюбленные от зорких глаз Аллаха и слуг мира? Нигде. Нигде? Да хотя бы в Черджу. Слушай меня, браток. Убегай ты со своей девчиной прямо в Черджу. Будешь жить у меня. Никто не отыщет.
Если кто из вас двинется, я вас всех как кур перережу. Где Янгыл? Ты что ж, решил по ночам пугать кинжалом честных людей? Кинжал не игрушка. Что ты злишься? Садись с нами. Угощайся. Люди, я вот что скажу. Я убедился, что это настоящая любовь. У них, у Арзы и Янгыл, любовь, как у Лейли и Меджнуна. Ничего не поделаешь. Я отдам ее тебе. Только придется заплатить немного колыма. А ну, встань. Уладим спор миром. Присаживайся, что же ты? Хватай его! А, собака! Марк тебе, собака! А на тебе прошлый раз! Разбойник! Я тебе покажу любовь! А ну, с дороги! Убирайся! С дороги! Прочь! Бежи, посмотрим, не торопись, успей! Пошел. Можно начинать? Нет. Собирайте остальных. Еще не всех согнали. О, Аллах, даем тебе слово, что мы честно накажем истинных грешников. Да свершится суд во имя Аллаха, который так милостив и так милосерден. Омен. 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 Тот прискорбный случай, который позором лег на нас, община хорошо знает. Сын Хакима Арзы и дочь Шали Янгыл, поправ доброе имя родителей и родичей своих, поправ священные законы ислама, вступили в греховную связь. Они грязные распутники и прелюбодеи. В священном Коране сказано, для тех, кто распутствовал, только одно пристанище – огонь. Всякий раз, когда они пожелают выйти из огненного круга, их возвращают туда и говорят: искупите свой грех огнем. Отец. В священной книге сказано, ты увидишь, как приведут их туда, поникшими от унижения. И когда они будут стоять, не смея поднять глаз, скажут все верующие в Аллаха, что их надо отправить на тот свет, забросав камнями. За что их убивать? Молчание, а то перестреляю! Доченька моя, Янгылджан, мое дитя, мое дитя, я ли тебя не любила? Мама, я ли не пела тебе песни в колыбели, деточка родная? Прости. Родненькая, миленькая, мама, не убивай меня! Мама, спаси меня! О, Аллах, отврати беду от рук моих. Не заставляй меня убивать мое дитя. Хватит реветь им.
Мангыс. Подружка моя, Джамал. Не вы ли меня жалели и оплакивали мою судьбу? Вы пришли убивать меня. Я пришла тебя убивать. Я, Гизлар-хан. Шлюха грязная. Она еще людей стыдит. Дайте ей камень. А ну, подожди. Первый камень за матерью. Как в Коране сказано, камень должна бросить сначала та, которая родила грешницу. Ну что? Что стоишь? Начинай. Бей. Бросай. Не слушай. Бросай, говорят, камень. Бей! Бросай. Бей! Что стоишь? Возьми камень и бросай. Начинай! Мне говорят, бросай. Ну! Брось! Давай, стой, дядя, старуха! Слышишь? Долго тебя ждать? Первый камень за тобой. Нет, нет, нет! Что стоишь, как столб? Бери камень и бросай! Оглохла, что ли? Бросай! Возьми камень, говорят. Возьми камень и бросай! Бросай! Сколько еще ждать? Чем слышать столько упреков, лучше брось. Брось! Зачем роняешь? Возьми камень в руку! Кидай сейчас же! Ах, ты опять уронила! Держи! Держи, на! Брось! Возьми камень! На! Держи! Держи! Бросай! Люди, бейте эту потаскуху все! Кто бросит в нее камень, заслужит всепрощения Аллаха! Эй! Мулачил ты! Если ты веришь в Бога хоть немножко, развяжи мне руки. Пусть будет так, развяжите. Дайте ему помолиться перед смертью. Чего стоите? Все бросайте! А ну! Все кидайте! Поживее! Все до одного! Прости, дочь моя. Я... Эй, Аллах,
Если ты есть, куда же ты смотришь? Ты ослепил этих несчастных, тогда и меня тоже ослепи. Что же ты? Что? Вы хотели убить их любовь, но убили только их тела. Вы набросали на них целый курган. Но этот курган станет памятником для них. Он станет памятником их любви. Он будет хранить их счастье и ваш позор. А теперь идите и обнимите своих детей. Пусть эти дети счастливо живут и скорее вырастут. И тогда они сильные, смелые и молодые возьмут вас на руки и покажут вам мир. Мир новый и прекрасный. Пусть это скорее осуществится, но вам будет стыдно смотреть в глаза правнуков и внуков. Вас будет преследовать позор, позор и стыд ваш. Знайте это! Это не выдуманная история, а быль. События эти произошли в конце прошлого века в одном из далеких горных аулов Туркмении. После этого трагического случая люди прокляли эту землю и покинули ее. Alım bir darağıttır, İslam sayesi, ser çekmiş asmana, şahası beyle. İmanı kuvvat bir, onun mivesi, pula layık gelmez, bahası beyle. Göz yumup açança, hayrul mursalin, mağraca yetirdi, Cebrail emin. Dünya deyip ad birler, asman-ı zemin, şemala kurulmuş, binası veyle. Amalsız mollalar, hükümsüz hatlar, İslam'ın yoluna salıpsız otlar, ari pullamenler, kuyruksuz itler, giyceler yatırmaz, govvası veyle. Alimiyesi, alimlerine bakmadılar, haramdan ellerini hiç vakit çekmediler. Salgıma çaparlar, haka bakmadılar, mollaların sap, hayası veyle. Aksakkal ederler, oğlunu şoktan, maslahat sorarlar, donnan, kuşoktan. Garip bolsan, yağşı görmede şekten, kazıların halka, azası veyle. Aklına iş buyur, ecillik etme. İş çalışsan, ajdarhadan gayitma. Özgöler etse hem, sen ödün etme. Söz bolur gıyvatın, enesi veyle. Haram hor dervişin, erimez bağrı. Zahir riyadır, batın oğru. Şeriattır yoldur, eliptek doğru. Rast olmaz Musa'nın hasası veyle. Üünün əşkar eden Asiya olsa, özünü bileni Rusiya olsa, peşgeyenin bari Öwliya olsa, köpölmez ilin günäsi veyle. İli allar batır barmağın bala, ayalın okarsen çermenip bile, bu doğda hıy olmaz, sormağın bile, işsizin elbette azası veyle. Milleti anlayar,
işan mollalar, eçilenine berer, hür gıyız, hüllüler. Hemmesi ansaattır, gızan pilleler, tuton orazısı, namazı veyle. Dowzahy diyersen, dutar çalany, behişte eylersen, hüşralany. Bular toyu, sen gözlersen öleni, pirlerin dünyada bolası öyle. Zahırın düzedip, mekrin hatmedip, perişan halini illen ketmedip, hızmatın etmesen kapır hükmedip, gargıştan yamanlar dogası veyle. Kemine dir, hata işin vapırdır. Bennesi asidir, öz gapıldır. Musulmana kapır diyen kapırdır. Kapırın dogzakta cezası veyle.